Как можно оценить общественный эффект от большой работы энтузиастов? На какие весы положить тысячи добрых дел? Наверное, главный результат – это отзывы людей, их личные и профессиональные успехи и в целом поступательное развитие нации. О штабе татар на Таганке знают все. В нем бывали многие. Ему благодарны десятки тысяч человек, потому что он играет большую политическую роль, являясь форпостом Татарстана в целом и оплотом каждого татарина в частности. Сам Рустем Емалеев и активисты его пула участвуют во всех знаковых мероприятиях Татарстана, как в Москве, так и в самой республике. Штаб татар и Национальный конгресс татар являются неизменными сторонниками консолидации, объединения и сплочения. Всегда выступают в защиту национальных языков и культур, активно поддерживают принятую в ВКТ стратегию сохранения татарского языка и культуры. Рустем Емалеев лично провел серию встреч с татарами в 20 регионах страны и на их основе выработал и добавил к этой стратегии еще 36 пунктов на русском и 20 пунктов на татарском языках. Пул татарских организаций Емалеева – это форпост Татарстана в столице, ответственный за весь московский конгломерат. Более 20 лет Рустем Емалеев является постоянным участником всех сабантуев и успевает побывать в Нижнекамске, в Набережных Челнах, в Тукаевском и Заинском районах Татарстана, в Сочи, на Федеральном, Сельском, Городском, Шахтерском, Приволжском и даже в Ташкенте и Анталии. Рустем Емалеев гордится высоким уровнем отношений с татарскими общинами среднеазиатских республик и европейских стран. Обширная география позволяет делать сравнительный анализ и общие выводы, главные из которых не забывать, что Сабантуй – это татаро-башкирский национальный праздник, а значит на татарских Сабантуях должно быть башкирское подворье, рассказывающее о культе, укладе и образе жизни башкир, а на башкирских – татарское. Часто люди узнают Емалеева на сабантуях и десятками подходят поблагодарить за заботу о своих детях, студентах московских вузах. И, прежде всего, за созданную для них на исторической площадке штаба татар комфортную, домашнюю татарскую атмосферу. 15 лет назад Назифа Каримова и Наиля Фатехова написали гимн штаба татар Москвы, который исполнила группа «Шурале». Эта песня до сих пор является самой популярной у штабной молодежи. Такое творческое сотрудничество стало возможным по той причине, что пул Емалеева активно продвигает в Москве татарскую культурную повестку от эстрады до театрального искусства. Давняя, крепкая дружба связывает Рустема Емалеева с театральными труппами Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала, Татарского государственного театра драмы и комедии имени Тинчурина, Альметьевского татарского государственного драматического театра и, конечно же, знаменитого Башкирского государственного академического театра драмы имени Гафури. Возрождение духовности – еще одна стратегическая миссия татарских общественных организаций под руководством Емалеева. Традиционно в священный месяц Рамадан Рустем Файзович организует ифтары, которых год от года становится все больше, и они проходят на собственной площадке, а также в мечетях Москвы, Татарстана, Сочи. В последние годы Рустем Файзович стал сегментировать эти мероприятия и проводит специальные ифтары для татарских муз, старейшин татарского национального движения, башкирских аксакалов, ученых, для представителей тюркских народов, отдельные женские и молодежные ифтары. Всего в традиционных мероприятиях принимают участие до 1500 человек. Команда Емалеева никогда не устраивает гонку за количеством, потому что во главе всех процессов стоят идеология, содержание и конечный результат в интересах татарской нации. Так и в ифтарах важен не сам прием пищи, а разъяснительная работа, вследствие которой участники мероприятий узнают значение и суть этой традиции.
Также в течение Рамадана всегда проводятся благотворительные акции по оказанию помощи нуждающимся мечетям, библиотекам, школам и детским домам. Однако благотворительность не ограничивается месяцем Рамадан. Ежегодно Рустем Емалеев за личные средства организует масштабную подписную кампанию на татарские газеты и журналы. Только в этом году им было охвачено порядка 50 изданий, по 10-20 экземпляров каждого, в том числе из Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Ижевска, Агрызского района Татарстана, которые бесплатно раздают на всех мероприятиях активисты его общественного пула. Все это делается ради подъема рух и иман в татарской среде, и прежде всего среди молодежи. Важно дойти до сердца и до сознания каждого, чтобы после мероприятий, после прочтения газет и журналов на татарском языке в людях воспряли национальные чувства, чтобы им захотелось поделиться своими впечатлениями и этой периодикой со всеми своими родными и друзьями. Рустем Емалеев посвятил этому всю свою сознательную жизнь. С 1985 года по 1997 в Нижнекамске и потом вот уже 28 лет в Москве. Активисты пула Емалеева активны и на просторах интернета. На 4 каналах YouTube, где размещено уже порядка 8 тысяч собственных роликов, 95 тысяч подписчиков и порядка 100 тысяч ежедневных просмотров. И это несмотря на то, что татарская и мусульманская темы достаточно тяжелы в плане продвижения в интернете. У Рустема Емалеева большие планы, касающиеся работы в Подмосковье. Примерно в 70 больших городах Московской области проживает в среднем 12 миллионов человек. И только в 20 из них имеются татарские организации, а в 9 из этого числа зарегистрированы национально-культурные автономии. Выходит, что в 50 городах и в 30 вузах Подмосковья вообще нет никакой татарской жизни. Рустем Емалеев в сотрудничестве с новым руководством Татарской национально-культурной автономии Московской области в лице Фаиля Ибятова, будучи членом совета этой организации, намерен в ближайший год-два заняться структуризацией татарской общественной жизни в Московской области. Тем более имеется десятилетний опыт такой работы, а также работы по организации молодежных форумов и сабантуев с прежним председателем автономии Фаритом Мухтасаровым, с которым было подписано специальное соглашение о сотрудничестве. Также в масштабные планы Рустема Емалеева входит продолжение формирования татарских автономий на территории Москвы, а также создание студенческих землячеств в вузах и колледжах столицы, где уже активно работают соответственно 26 и 5 молодежных объединений. Рустем Емалеев продолжает поддерживать работу созданных им в предыдущие годы 25 землячеств и активно развивает сотрудничество с православной общиной кряшен, за что неоднократно подвергался критике со стороны неконструктивных сил. Первым созданным в Москве в 1997 году землячеством было Нижнекамское землячество, и близкий друг семьи Емалеевых Николай Лимаев лично в присутствии таких старейшин, как Разумнов, Кузьмин, Козлов, Ворожейкин, назначил Рустема Файзовича его председателем. Сегодня основой Нижнекамского землячества является студенческая молодежь, а численность достигает 500 человек.